Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы искренне рады приветствовать участников ежегодной молодежной благотворительной патриотической акции «Дороги славы. Наша история» на благодатной ингушской земле, столице Республики Ингушетия, городе Магаз. Атмосфера на аллее по-настоящему патриотическая. Здесь звучат давно полюбившиеся песни военных лет. Участники акции вспоминают павших, но не сломленных духом героев Великой Отечественной войны. Начинается памятное мероприятие с возложения цветов. Инициаторы акции – активисты фонда «Будущее Отечества», к которым охотно присоединилась и ростовская молодежь. Акция стартовала 5 лет назад в Ростове-на-Дону, но в регионах СКФО проводится впервые. В этом году организаторы планируют охватить как можно больше городов. Своим творчеством мы покажем жителям этого города и молодежи, что мы выступаем за мир, за добро, что мы хотим дружить, что мы хотим эту дружбу проносить через поколения и ни в коем случае ее не терять. Потому что сила нашего народа в нашем единстве. И только когда мы будем едины, у нас будет все хорошо, и никто не сможет нас разразнить, никто не сможет нас разругать, и мы будем самыми сильными. В нашу республику активисты приехали не случайно. Для них не секрет, что тема патриотизма очень близка к героическому народу. Имена ингушей, защитников Отечества, увековечены в многих памятниках по всей стране. Мы выступаем против фальсификации исторических данных. Мы против переписания всяких моментов. Мы хотим, чтобы история сохранялась такой, какая она есть. Мы хотим гордиться своим великим прошлым. И все то, что в нем было хорошее, все, что в нем было плохое, это наше общее великое прошлое. Этим нужно гордиться, это нужно помнить, это нужно передавать поколениям. В Ингушетию молодежь города Ростова-на-Дону приезжает уже во второй раз. Еще в апреле они побывали в республике в составе легендарного ретро-поезда «Победа». Олег Бичуков к акции присоединился недавно. Для него это возможность внести свой маленький вклад в общее дело – сохранение памяти о героях страны. Мой дедушка ветеран, а у нас в семье очень принято чтить память войны, память предков. И поэтому это очень серьезное мероприятие, для моей семьи в том числе. Для гостей также провели экскурсию по столице, показали все достопримечательности и 100-метровую башню Согласия. Память о погибших собравшиеся почтили минутой молчания. Согласно плану проведения акции, молодежная делегация планирует посетить город воинской славы Малгобек, а после Гюмри, Ереван и Новороссийск. Зелимхан Калоев, Ильяс Ханиев, Новости 24.